Выступление предоставляется постоянному представителю Министерства юстиции в Конституционном суде Джаркумбаеву Айзбеку Долазбековичу. Уважаемый председатель, уважаемые судьи Конституционного суда, предметом рассмотрения по настоящему делу является конституционно шестимесячного срока исполнения акта амнистии и допустимости его толкования как основания, исключающего применение амнистии после его истечения. При этом ключевой вопрос заключается не в самой возможности установления срока, а в правовых последствиях его истечения. Прежде всего, следует определить правовую природу амнистии. Амнистия представляет собой акт, принимаемый Джоркенешем в форме закона, направленный на освобождение неопределенного круга лиц от уголовной ответственности или наказания. В отличие от уголовного закона, в материальном смысле амнистия не устраняет преступность деяния, не изменяет уголовно-правовую норму и не влияет на квалификацию. В этой связи амнистия не подпадает под прямое действие части 1 статьи 60 Конституции, регулирующей обратную силу уголовного закона. Соответственно, довод о необходимости ее неограниченного во времени применения не может быть признан обоснованным. Далее, Конституция Кыргызской Республики наделяет Джоркенеш полномочием объявлять амнистию, что предполагает возможность законодателя определять круг лиц, условия применения, объем освобождения и временные рамки. Таким образом, установление срока исполнения амнистии само по себе является допустимым элементом правового регулирования. Вместе с тем, в данном деле возникает вопрос о характере такого срока. Закон устанавливает шестимесячный срок исполнения, однако одновременно допускает применение амнистии после его истечения в исключительном случае при изменении юридической квалификации. Это означает, что срок не носит абсолютно пресекательного характера. При формально ограничительном толковании данной нормы возникает ситуация, при которой лица, совершившие одинаковые деяния до вступления закона в силу, могут оказаться в различном положении, исключительно в зависимости от сроков выявления преступления, длительности расследования и времени рассмотрения дела. Указанные обстоятельства не зависят от поведения лица и связаны с деятельностью государственных органов. В таких условиях возникает риск нарушения принципов равенства и справедливости, поскольку различие в правовом положении обусловлено не юридически значимыми факторами, а организационными аспектами правоприменения. Дополнительно следует учитывать, что законодатель, как уже было здесь неоднократно сказано, изменил модель амнистии по сравнению с ранее действующим регулированием. То есть сужен объем амнистии, исключено освобождение от уголовной ответственности, введен срок исполнения, ограниченный случай ее применения после течения срока. Совокупное действие этих элементов приводит к сокращению фактической сферы применения амнистии. В этой связи при оценке нормы необходимо учитывать не только срок, но и общий баланс регулирования. Также следует отметить, что в соответствии со статьей 93 Уголовного кодекса Кыргызской Республики амнистия как институт предусматривает различные формы реализации, включая освобождение как от уголовной ответственности, так и от наказания. Специальный закон об амнистии вправе ограничить данный объем, что относится к дискреции законодателя. Вместе с тем, сочетание сужения объема амнистии и введение жесткого срока требует оценки с точки зрения соразмерности. Международная практика исходит из того, что амнистия относится к сфере усмотрения государства. Однако, как отвечает Европейский суд по правам человека, различие в правом положении лиц должно иметь объективное и разумное обоснование. Кроме того, недопустимо возложение негативных последствий на лицо в связи с действиями государственных органов. Эти подходы применимы и в рассматриваемом деле. С учетом изложенного можно сделать следующие выводы. Часть 1 статьи 10 закона Кыргызской Республики об амнистии в связи с празднованием Дня Конституции и Всеобщей декларации прав человека сама по себе не противоречит Конституции Кыргызской Республики. Вместе с тем ее толкование как нормы, полностью исключающие применение амнистии после истечения срока исполнения, независимо от обстоятельств дела, не соответствует конституционным принципам равенства, справедливости и правовой определенности. В этой связи необходимо дать конституционное правовое толкование, согласно которому срок исполнения амнистии определяет общий период ее реализации, но не исключает возможность ее применения после истечения в случаях, когда неприменение обусловлено обстоятельствами, независимыми от лица. Таким образом, в настоящем деле требуется не признание нормы неконституционной, а уточнение ее содержания в конституционно-правовом смысле. Благодарю за внимание. Адлет Уразбекович, у вас есть вопросы к постоянному представителю Министерства юстиции? Вопросов не имеется. Эдар Касмалевич. Вопросов нет. Уважаемые судьи, есть вопросы? Присаживайтесь.